Если вы обратили внимание, что, в общем-то, из предыдущего состава у нас председателем комитета по законодательству местному самоуправлению остался Жилин Валерий Васильевич, а другие комитеты, в общем-то, возглавили депутаты, можем так сказать, новички. Ну, наверное, может быть, за исключением Александра Петровича Макаренко, который в третьем созыве был депутатом Государственного совета. Но, тем не менее, у него там был какой-то перерыв, и тема и направление деятельности по экологии природным ресурсам, природопользованию для него тоже новое. На самом деле, на мой взгляд, Игорь Владимирович Ковзель и Андрей Николаевич Самоделкин, если мы посмотрим, то это люди, которые, по сути, имея багаж знаний, профессионального опыта, смогут достойно управлять этими комитетами и вести и готовить вопросы на сессию в соответствии с распределением полномочий между комитетами. На мой взгляд, это совершенно закономерно, что и Игорь Владимирович, и Андрей Николаевич Самоделкин, и Александр Петрович Макаренко, и Жилин Валерий Васильевич стали председателями комитетов именно этих, а не каких-либо других. Мне кажется, это совершенно очевидно. В связи с тем, что Веры Игоревны вчера не было, по сути говоря, не с кем было вести консультации, значит, мы не стали до конца формировать весь руководящий состав Государственного совета Республики Коми. По сути, так уж случилось, что в результате, скажем так, нам не удалось, в связи с тем, что не могли провести с ней консультации, до конца сформировать весь руководящий состав. Ну, я думаю, что это первый и последний раз, когда нам кто-то из депутатов мешает работать. Председателем комиссии снова избран коммунист. Это связано с тем, что они... комиссия по этике. Это связано с тем, что они наиболее этичные депутаты, либо какие-то другие. На наш взгляд, большой опыт той партийной школы, которую прошли коммунисты в предыдущий, скажем, свой исторический период времени, и их закалка в полной мере позволяет, ну, наверное, полноправно возглавлять именно эту комиссию.